Это первый форум, посвященный партийным проектам. Его проведение поддержал и глава региона. Всего на территории Ингушетии реализуется 14 проектов «Единой России». Но сегодня обсуждают 2 из них – «Старшее поколение» и «Крепкая семья». Участники, а это более 100 единороссов, намерены не только подвести итоги проектной деятельности, но и внести инициативы и предложения. Забота и сохранение их активного долголетия, интеграция их в производственный процесс и общественную жизнь не только улучшает качество жизни пожилых, но и позволяет молодым активно перенимать накопленный ими бесценный опыт. Партийный проект «Старшее поколение» призван содействовать активному вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества. Собравшиеся подчеркивают, что ингуши всегда с особым почтением относились к пожилым людям. А это партийное направление только поможет улучшить качество жизни пенсионеров, научить и навыкам работы с электронными устройствами, пользоваться современными услугами. Координатор этого проекта Муса Гадиев в рамках своего доклада предлагает запустить проект «Серебряное волонтерство». Благодаря ему люди старшего поколения смогут применить свой профессиональный опыт, оставаться востребованными, вести активный образ жизни. С каждым годом количество людей, достигших пенсионного возраста в России, увеличивается наряду с продолжительностью жизни. Некоторые поставленные задачи требуют повышения внимания, в том числе ликвидация очередей, повышение качества и доступности медицинских и социальных услуг, создание комфортных условий трудовой занятости людей старшего поколения, обеспечение доступа к образовательным программам и проектам. Представители Министерства труда и социальной защиты Ингушетии предлагают разработать план мероприятий по поддержке лиц пожилого возраста, оставшихся без попечения близких и родных, также по улучшению ухода за инвалидами пенсионного возраста. В настоящее время в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» Минтрудом прорабатывается вопрос строительства 5 центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов населенных пунктов в городе Малгобек, Назране, Карабулаке, Сунже и в сельском поселении Икажуе. Далее перешли к обсуждению проекта «Крепкая семья». Указом президента страны 2018 и 2027 годы объявлены десятилетием детства. Решение вопросов по улучшению демографической ситуации в стране, поддержке семей с детьми, созданию условий безопасного детства, профилактики социального сиротства является основным вектором социального развития страны. В свою очередь, партийный проект «Крепкая семья» призван защищать права семей и пропагандировать традиционные семейные ценности. О проделанной работе и важных показателях в этом направлении в своем докладе рассказывает координатор проекта Ибрагим Гулиев. За предыдущие годы количество лишаемых родительских прав сократилось на 40%, чем в предыдущие годы. Количество неблагополучных семей сократилось на 20%. Детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с назначением опекуна сократилось на 15%. Количество состоящих на учете комиссии по делам несовершеннолетних сократилось на 20%. В связи с трансформацией традиционных семейных ценностей, с нравственно-этическими потерями депутатами Народного собрания Ингушетии было предложено ввести урок семьеведения в школьную программу. Другие представители проекта на форуме выступили с инициативой установить систематическое проведение курсов по повышению квалификации специалистов, работающих по охране прав детей, разработать дорожную карту по обеспечению инфраструктуры для организации горячего питания в школах. Собравшиеся поддержали и подчеркнули значимость и актуальность проектов для общества. Старшее поколение, что такое? И автоматически задаешься вопросом, это наши отцы, деды, бабушки, которые сегодня есть. А крепкая семья, это мы, их дети. И если вот сегодня, если не будет уважения к старшему поколению, то, я думаю, не будет и крепкой семьи. В свою очередь, первый вице-премьер республики Михаил Елезов поблагодарил участников за информативные доклады, а также депутата Горсовета Назрани Юсупа Богатырева за помощь в организации форума. Также Елезов заявил, что все предложения единороссов будут переданы на рассмотрение главе региона. Попросил изучить проекты и активно подключиться к проведению таких форумов всех партийцев. Диана Дударова, Магомед Дидигов, Новости 24.